Всем доброе утро, хорошего настроения. Начинаем новую рабочую неделю. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. И сегодняшнее утро мы по традиции постараемся сделать очень бодрым, оптимистичным и постараемся подготовить вас к понедельнику. Ну и самое главное рассказать, что на дворе уже лето, а значит пора улыбаться, немножко яркости в жизни и, конечно, только хорошее настроение вместе с нами. Напомню, что у нас есть телеграм-канал, а также Макс. Везде группы работают, можете присоединиться к нам и быть в курсе последних новостей, а также самых интересных рубрик и мини-сюжетов, чтобы быть, если вдруг вы что-то утром пропустили, чтобы быть в курсе. Ну а начать мы хотели бы с достаточно интересных новостей, которые произошли за прошедшие выходные. Например, подо льдами Антарктиды обнаружена гигантская аномалия. Международная группа ученых выявила скрытую на глубине более 3 километров сеть подледниковых впадин. Оказалось, что известные ранее объекты, включая район озера Восток, это части единой системы континентального масштаба. Ее назвали Восточно-Антарктической веерообразной провинцией бассейнов. По мнению исследователей, структура образовалась сотни миллионов лет назад из-за редкого процесса растяжения земной коры, как раскрывающаяся ладонь в период распада суперконтинента Гондвана. Открытие важно не только для геологии. Этот подледниковый рельеф влияет на движение ледников и устойчивость щита Антарктиды. Ученые отмечают, именно эти районы считаются наиболее уязвимыми. Да, ну и вот такая интересная новость. То есть получается, что в Антарктиде, когда Земля расширялась, появились вот эти вот веерообразные такие вот моменты. Слушай, ну потрясающе, когда вы все это исследуют, мне кажется, начинаешь понимать, что насколько мы все взаимосвязаны. То есть от этого идет и климат, от этого идет изменение, от этого влияет на то, когда у нас наступает лето, и вообще каждый год считаем, что вот там смещение, вот то, там у нас смещается климат, смещаются особенности климатические. Ну, и каждый раз все жалуются, что стало либо холоднее, либо теплее, либо появились ветра. Ну, а еще одна новость. Давайте перенесемся уже в дальние просторы космоса. Вот Роскосмос сделал символичный подарок поклонникам поэзии. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, госкорпорация показала кадры движения астероида, который назван в честь великого поэта. На видео, опубликованном в телеграм-канале Роскосмоса, звездное небо его неторопливо пересекает светлая точка. Это астероид 2208 Пушкин. Запись сделана в Крымской астрофизической обсерватории. Наблюдатель Сергей Назаров снял объект 6 июня, именно в этот день рождения поэта. Совпадение получилось символичным, но астероид, конечно, не специально прилетел к празднику, он просто движется по своей орбите. Ну, кстати, космическое тело с говорящим именем открыл еще в 1977 году советский астроном Николай Черных, а официально Пушкиным его назвали 1 марта 1981 года. Так что имя закрепилось уже больше 40 лет назад. И вот теперь у нас есть свежие кадры того, как Пушкин бороздит просторы Вселенной в прямом смысле. Но я думаю, мы покажем астероид. Ну, в общем, там очень много звезд и летит Пушкин. В общем. Ну, вот когда говоришь «летит Пушкин», как-то это пугающе звучит. Конечно. Ну, на самом деле, здорово, что имя великого поэта присваивается и космическим каким-то телам, потому что это еще раз напоминает о том, что величие нас объединяет, поэзия нас объединяет, творчество этого человека запомнится нам на всю жизнь. И, конечно, символично, что в его день рождения мы увидели еще раз это космическое тело. Ну, а давайте сейчас узнаем, какая погода у нас на Земле. Прогноз погоды на территории Республики Саха-Якутия на 8 июня. По сведениям якутского ГМС, в Оленёкском районе продолжительные дожди, в арктических районах республики небольшой дождь, мокрый снег, на северо-востоке, юге, востоке, центральных районах небольшие местами умеренные дожди. Днем местами в Вилюйской группе, востоке центральных районов и юге грозы. Ветер умеренный, местами порывы ветра до 9-14 метров в секунду, при грозе порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура ночью, температура днем плюс 24-29 градусов, на северо-востоке плюс 18, плюс 23, на севере плюс 6, плюс 11 градусов. В городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха была плюс 16 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, порывы от 7 до 12 метров в секунду. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов. Жарко.
Ну, слушай, вообще лето, настоящее лето. Ну и теперь немножко интересных летних новостей. В Узбекистане неожиданно взлетел сервис по перепродаже цветов. Площадка позволяет выставить букеты от нежелательных ухажеров или те, которыми уже успели налюбоваться. А другие пользователи могут купить красивые цветы по цене значительно ниже рыночной. Продавец платит за размещение объявления, после чего запускается аукцион, и лот достается тому, кто предложил самую высокую цену. Всего за 4 месяца сервис набрал уже 32 тысячи пользователей, среди которых 1500 активных продавцов. Самое забавное, что на площадке появились свои перекупщики. Один и тот же букет может за сутки сменить до 4 владельцев. Цветы просто качают из рук в руки, пока окончательно не завянут. Да. Наверное, очень долго перепродаются кактусы, например, да? То есть они долго живут. Я где-то, кстати, видел, где-то мне видео попадалось в соцсетях, что заходит в цветочный магазин, девушка заводит, да, молодого человека, он там покупает ей цветы, а потом девушка как-то передает цветы, ну, курьеру или кому-то и возвращается цветы обратно в магазин. Ну, это, наверное, другой какой-то сервис. Как найти нам девушку, которой любой мужчина готов купить цветы. Нет, на самом деле, знаешь, с одной стороны, наверное, немножко обидно получать цветы. Вот если ты получаешь букет, ты понимаешь, что его перепродавали, купили дешевле. Там на открытке чужое имя. Да, а вот с другой стороны, да, вот, наверное, может быть, это немножко гуманнее, потому что ты вот цветы полюбовался, поставил в вазу, они же вянут, как-то обидно, а тут, получается, тебе подарили, все приятно, ты порадовался и дальше его запустил, и кто-то уже, кто не может купить за ту же цену, если это речь, например, там, о букете там, из 101 розы, там, тоже стал обладателем 101 розы. По-моему, что-то в этом есть экономически обоснованно, особенно для молодежи. Ну, главное, чтобы цветы дарили радость, они радости дарят. Но... Самое главное, чтобы дамы не расстраивались, потому что в любом случае вам купили букет, это уже здорово, а если речь идет о молодежи, где, ну, правда, 101 роза, это такой недостижимый какой-то результат, а теперь можно ее получить по нормальной цене, то это, по-моему, здорово. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. В эфире новости расскажу о самых заметных событиях этого утра. Новые профессии и специальности синхронизировались с потребностями рынка труда. Ежегодно появляются в системе среднего профессионального образования России. В 2026 году колледжи начнут подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрацию недвижимых памятников культуры, наследия, а также по ряду IT-специальностей. Наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством. Почти 50 тысяч медицинских работников в России улучшили свои жилищные условия за счет региональных мер поддержки в 2025 году. Это на 6800 больше, чем годом ранее. Среди мер поддержки ипотека дальневосточная и арктическая ипотека, приватизация, арендное жилье, служебное жилье, социальный наем и общежитие. 70 регионов страны предоставляют медикам служебное жилье, 46 жилые помещения по договору социального найма, 29 льготное ипотечное кредитование, 66 компенсируют аренду, а 16 регионов выделяют земельные участки. Благотворительный забег ко Дню социального работника состоялся в Якутске. Участие в нем приняли около 40 человек, соцработники и воспитанники организации «Сетим Единство», а также профессиональные спортсмены. Перед стартом для участников провели разминку, после чего они преодолели дистанцию от проспекта Ленина до памятника Бекетову. В течение дня работала благотворительная выставка изделий, созданных воспитанниками «Сетим» с ограниченными возможностями здоровья. Гости могли приобрести украшения, керамику и другие сувениры ручной работы. Все собранные средства направят на оплату поездки мастера спорта по настольному теннису Марии Егоровой. В ближайшее время спортсменка отправится в Казань для участия в соревнованиях. В нашей профессии не бывает случайных работников. У нас работают сотрудники исключительно по призванию. Они невероятно добрые, чуткие. У каждого из них огромное сердце, искренне
помогают нашим ребятам, и ребята отвечают взаимностью и доверяя им как самым близким людям. 50% россиян считают важным, чтобы товары местного производства отражали культурный код региона. Товары с локальной идентичностью чаще всего вызывают у жителей региона чувство гордости. Таковы результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. По данным Роспатента, за первое полугодие 2025 года количество заявок на регистрацию региональных брендов выросло почти на 20%. Это отмечают и российские потребители, которые считают, что такие локальные бренды, как правило, качественным, а также несут в себе душевность, отличаются стилем и эстетической привлекательностью. Обрядовый праздник Венков Бакалдын в республике посвящен году генеалогии венкийского рода, году единства народов, году культуры и столетию иенгринского национального венкийского наследия. Основной целью праздника является сохранение и развитие культурных традиций венкийского народа и родного языка. Начался праздник с ритуально-обрядовой церемонии благословения места проведения Күнкөме Бираду Хиргиче. Из самых интересных и захватывающих конкурсов можно отметить Берке, Бее и Аякчан для молодежи. Также спортивные первенства по национальным видам спорта Энгехи и Бее. Талантливые участники играли на ловкость с посохом, ловили хариуса, посмотрели выставку мастериц-рукодельниц. Насыщенный день был полон радости, и стар и млад были в национальных костюмах. Вот, казалось бы, сегодня обычный день в календаре 8 июня, но только представьте, кто-то в этот момент отмечает Всемирный день океанов. Петербуржцы празднуют День кошек и котов, а социальные работники принимают поздравления с профессиональным праздником. Какие еще знаменательные события произошли в этот день, узнаем прямо сейчас в нашей постоянной рубрике. На календаре 8 июня. Сегодня отмечают Всемирный день океанов, День социального работника в России, День петербургских котов и кошек. По народному календарю карп Карполов. На Руси считалось, что на карпа хорошо ловятся его тезки – карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку. Этот день в истории. В 1869 году запатентован первый в мире пылесос. В 1909 выпущен первый серийный автомобиль российского производства. В 1946 создана Международная организация журналистов. В 1948 запущен советский реактор для производства оружейного плутония. В этот день родились Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик. Иларион Воронцов-Дашков, русский государственный и военный деятель, граф. Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино. Борис Дуленков, советский художник кино, народный художник РСФСР. Иван Кожедуб, советский военный летчик и военный деятель, маршал авиации. Именины сегодня у Александра, Георгия, Елены, Ивана, Карпа, Макара и Юрия. Лечебная физкультура помогает не только восстановиться после травм и заболеваний, но и предотвратить многие проблемы с позвоночником и суставами. Особенно важно следить за состоянием опорно-двигательного аппарата с детства, когда формируется осанка и привычки движения. О том, какую роль играет ЛФК в профилактике и лечении таких нарушений, поговорим с врачом физической и реабилитационной медицины, заведующей отделением амбулаторной медицинской реабилитации детей медицинского центра города Якутска Татьяной Яковлевой. Доброе утро. Ага. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что такое лечебная физкультура и кому она нужна? Так, лечебная физкультура – это медицинская деятельность, да, это отдельная специальность, да, и лечебная физкультура, здесь идет лечение, движением идет. А движение – это физические упражнения идут. Ну, например, да, человек сломал руку, да, и ему наложили гипс, какое-то время он находится в гипсе, да,
перелом срастается, потом этот гипс, этот гипс убирают, да, но остается послемобилизационная контрактура остается, да. Человек не может сгибать и разгибать руку, да, но здесь нужна уже реабилитация нужна. И здесь в помощь приходит это лечебная физкультура, да, чтобы локтевой сустав у нас сгибался, разгибался, да, мы делаем ЛФК, да, целая программа составляется, здесь еще помогает массаж и физиопроцедуры. Вот это лечебная физкультура. Как бы лечебная физкультура еще, она проводится, при многих заболеваниях. Это главный принцип, это улучшение подвижности и снятие напряжения, да, и улучшение мышечного тонуса. А вообще, какие сейчас чаще всего встречаются проблемы с осанкой у детей? Здесь нарушение осанки это такой очень обширный термин, да. Сюда относится сколиоз, сколиоз бывает первая степень сколиоза, бывает вторая степень, третья степень сколиоза, да. Нарушение осанки также грудной кифоз, то есть сутулость, вот. То есть достаточно все равно много, да? Да. А по каким признакам могут родители заметить нарушение осанки у ребенка? Здесь обязательно, я бы сказала, родителям нужно обязательно смотреть спину ребенка, посмотреть, да. Даже вы можете провести по позвоночнику, руку прямо так, как бы с макушки, да, до копчика, вы прямо надо будет погладить и пройтись по позвоночнику. Вы там сразу почувствуете, да, что имеется искривление. Если вы, видите, да, что имеется искривление, нужно, конечно, обратиться. К своему педиатру можно обратиться, потому что педиатр считается врачом общего профиля. И он может отправить вас на консультацию к ортопеду, может отправить, да, отправить на рентген еще, да. Еще нужно посмотреть, например, вы ребенка наклоняете, да, ребенок стоит к вам спиной, и его вы просите, да, сделать наклон, да, и смотрите, спинку смотрите, да, спинка должна быть симметричной. Если у ребенка сколиоз, например, левосторонний сколиоз, левая сторона спины будет выпирать. Да, правая сторона будет выпирать, и так вы обращаете внимание, родители. И смотрите осанку. Если ребенок, правда, сильно сутулится, лучше обратиться к специалисту. А с какого возраста стоит прям обращать пристальное внимание на отклонение, как вы сказали, что проверить, и есть прям явно выраженное? Вообще у нас позвоночник, он не прямой, да, у нас имеется изгибы позвоночника, имеется шейный лордоз, грудной кифоз, потом поясничный лордоз. Шейный лордоз, он появляется, когда ребенок начинает поднимать голову, да, начинает уже где-то с 2 месяцев уже формироваться начинает, а когда ребенок сидит, появляется грудной кифоз, появляется это где-то в возрасте 6-7 месяцев, да, и ребенок должен обязательно ползать. То есть до года ребенок должен обязательно ползать. И родители должны на это прямо сделать ребенку условия надо. Коврик надо прямо постелить, ему пространство сделать, безопасное, да, потому что если ребенок не будет ползать, у него будут потом проблемы с позвоночником, может быть. Изгибы позвоночника, они хорошо, они, формируются, до 6-7 лет. И до 6-7 лет надо посмотреть, какой позвоночник у ребенка. Обычно на медосмотрах это тоже специалисты все смотрят. Скажите, а может ли обычная зарядка заменить занятие ЛФК? Да, скорее всего, может, потому что в лечебной физкультуре имеется утренняя гимнастика, да. Некоторые люди делают гимнастику с утра, делают гимнастику, а некоторые, например, после работы делают. Но главное, не нужно делать прямо перед сном гимнастику, да. И можно делать гимнастика, но там определенная должна быть цель, да, чего я хочу достичь, например, да, делая эти упражнения делать и задачи делать. И люди, например, можно сделать профилактика это будет, да, профилактика нарушения осанки, профилактика сколиоза.
Ну вот, а какие упражнения можно выполнить для профилактики и со спиной? Вот вы принесли. Да. Ага. Ну, как бы самое частое жалобы бывают, ну, особенно у взрослых людей, ну, может быть, также и у детей, у подростков это боли в шее, боли в спине бывают, да. И как бы здесь, ну, мы сейчас сразу можем, например, сделать, да, показать нашим зрителям, можем, да, например, да, делаем. Вот, например, пальчики, да, мы сейчас положим на шейное отдело позвоночника. Положим, да, и начинаем наклоны головы делать, да, наклоны головы делать немножко с поворотом. И здесь как бы вот мы пальчики положили на самом, чуть-чуть ниже затылка, да, и постепенно опускаемся вниз по позвонкам. Вы прямо почувствуете, да, как позвонки начинают двигаться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, 3, 4. Как бы вот делаем наклоны и чуть-чуть поворачиваем, да, и все идет снизу вверх. Раз, два, 3, 4. Шейно-воротниковую зону опускаемся и тоже начинаем двигать. Например, ну, мы в основном, ну, как бы сидим на работе за компьютером, например, да, и шея, она может отекать, как бы, да, болеть, и таким образом. И также можно вот для спины, например, да, как бы наш верхний плечевой пояс, он также зависит от состояния лопатки, да, как наша лопатка находится, да, может она очень как бы находится в неподвижном состоянии, тогда у нас будет болеть спина, да. Например, мы руку ложим в области вот сустава, да, акромиально-ключичный сустав, здесь находится прямо выступ есть, да, и начинаем крутить. Микрофончик прикрыли. Вот так, ну, с этой стороны тогда, да? Раз, два, вот рука идет вперед у нас, раз, два, ну, здесь, если никаких проблем нету с плечевым суставом, как бы мы делаем активно, да, если есть проблемы, то как бы делаем это, ну, не так напряженно, потом с одной стороны делаем, да, вот так вот, да, и человек тем самым, он улучшает состояние уже лопатки и плечевого сустава. Также можно дома делать упражнения, можно делать, да, с помощью палочки можно делать, да. Ну, как бы я тут, значит, покажу. Вы палочку закидываете как бы назад, да, назад идет, и вы прямо вот так почувствуете свой позвоночник, вот, почувствуете, да, позвонки, и начинаете вот как бы вправо, влево, да, боковые наклоны делаете, и прямо по позвонкам, вот палочку опускаете вниз. И вот так вот. И здесь как бы идет улучшение вот, подвижности, вот, улучшение подвижности позвонков. И также делаете восьмерки. Вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот. Ну, отлично, очень, очень удобно и да, просто, самое главное. Да. Палочка, вот любую палочку, деревянную, пластмассовую палочку, да. Спасибо. Спасибо вам большое за очень интересную тему. И я думаю, самое главное, очень полезную, да. То есть вроде бы все просто, и проверить позвоночник просто, и упражнения простые. Да. Но часто мы об этом, к сожалению, забываем. Спасибо. Ну, мы только что говорили о лечебной физкультуре, о том, как важно щадить суставы и дышать по правилам. Но утро, потому и утро, что иногда хочется просто включить музыку и дать телу волю. Не лениться, а радоваться. Поэтому от плавных движений переходим к бодрому ритму. Встречайте нашу рубрику «Утренняя зарядка». Всем доброе утро, дорогие наши жители республики. Давайте со мной сделаем 5-минутную бодрящую зарядку. Поехали! Каждое упражнение делаем по минутке. Можете между подходами делать перерыв 15 секунд. Давайте начнем нашу зарядку с ходьбы на месте. Ходим, ручками активно двигаем, дышим, вдох через нос, выдох через рот. По 30 секунд будем ходить. Еще вдох, выдох, выдох. Хорошо. Сразу же начинаем. Шаг на месте, руки поднимаем вверх. Выдох, вдох, выдох, вдох. Дышать не забываем, чуть активнее работаем. Еще выдох, выдох, еще. Хорошо. Сейчас сразу начинаем шаг на месте и присед. Слишком
Широко не надо шагать, на ширине плеч шаг в сторону делаем, садимся до параллели и выдох, собираем ножку. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще. Дышать не забываем, на вдохе садимся, на выдохе встаем. За коленочками следим, коленочки вовнутрь не заваливаем, коленки смотрят в сторону носочка. Еще немножко, вдох. Выдох и вдох, выдох, хорошо. Следующее у нас ручки держим за голову и колено-локоть будем делать. На выдохе касаемся колено-локоть и выдох. Еще чуть активнее работаем. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще. Коленки выше, корпусом скручиваемся. Еще несколько раз делаем. Есть, хорошо. Так, и последнее у нас. Разножку будем делать и удары перед собой. Ножки, разножка, удар. Крест-накрест должно быть, чтобы хорошо проснуться, подзарядиться. Еще. Прыгаем, прыгаем. Кому нельзя прыгать, кто сильно устал, можете шагово делать. Сразу выдох, вдох, выдох, вдох. На каждом ударе выдыхаем. Еще выдох. Еще несколько раз делаем. Есть, хорошо. Вот так 5-минутная зарядка заряжает у нас на весь день. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Всем пока! Ну, это вообще утро понедельника, оно такое особенное. Строишь планы и задумываешься, что же тебя ждет на этой неделе. Так хочется заглянуть в будущее и уже, знаешь, в конец недели и узнать, что она пройдет успешно. Ну, я думаю, на этот вопрос также можно найти ответ, например, в звездных предсказаниях. Где-то звезды обещают карьерный взлет, где-то внезапные встречи, ну, а кому-то, возможно, стоит быть осторожнее, например, в четверг. Ну, кому узнаем прямо сейчас. Итак, рубрика «Гороскоп». Овны. В начале недели лучше немного замедлиться. Возможно, обстоятельства сложатся так, что вы почувствуете необходимость передышки. Пересмотрите свои приоритеты и откажитесь от надуманных обязательств. Психологическое здоровье сейчас на первом месте, а во второй половине недели могут возникнуть идеи, связанные с переменами в доме. Тельцы. Ваше время для переговоров и деловых встреч. Окружающие будут прислушиваться к вам гораздо охотнее. Возможно, вам придется выполнять много монотонной работы, но это принесет свои плоды. Ближе к выходным вы можете принять неожиданное, но верное решение, касающееся карьеры и финансов. Близнецы. На этой неделе важно четко обозначить свои личные границы. Вы наконец поймете, что именно мешало вам чувствовать уверенность. Будьте внимательны к деталям, возможно путаница, поэтому лучше перепроверять всю информацию. Особенно хорошо повлияет на вас соединение Венеры и Юпитера, оно обещает финансовый сюрприз, который давно назревал. А суббота и воскресенье подходят для новых покупок. Раки. Для вас неделя может стать одной из самых важных в году. Вокруг вас будет царить атмосфера удачи, которую принесет соединение Венеры и Юпитера прямо в вашем знаке. Вы, наконец, решите сделать шаг, который откладывали. Трансформации в образе жизни сейчас окажутся неожиданно приятными. Однако не забывайте уделять время отдыху и внимательно следить за эмоциональным состоянием. Львы. Личная жизнь заиграет новыми красками. Возможно, романтические знакомства или приятные встречи. Это прекрасное время для эмоциональной подзарядки и восстановления сил. На работе может прийти удачная идея для профессионального роста, а в пятницу лучше сократить активность и не начинать ничего нового. Девы. Вас ждет неделя полная контактов. Особенно удачно все, что связано с командной работой. Активное взаимодействие с единомышленниками принесет вам много новой информации. Настроение будет хорошим, а сил хватит на все. Выходные хорошо провести в кругу семьи или заняться обустройством быта. Весы. На этой неделе карьерные вопросы будут в центре вашего внимания. Вы сможете в полной мере проявить свои лидерские качества. Новые знакомства и общение в целом окажут положительное влияние на вашу жизнь. Не забывайте выделять время на отдых, который сейчас вам необходим особенно остро. Ищите баланс между семьей и работой. Скорпионы.
Вам захочется посвятить время получению новых знаний и расширению кругозора. Не исключены приятные, но неожиданные траты. Возрастает ваша мотивация и желание действовать. Это хорошее время для завершения старых дел и старта новых проектов. Планы на выходные могут измениться, вас ждет сюрприз. Стрельцы. Ожидайте положительных изменений в личной жизни. У одиноких стрельцов появляется хороший шанс познакомиться с интересным человеком. Вы можете почувствовать желание сменить обстановку или отправиться куда-то далеко. Будьте осторожны с эмоциональным выгоранием и не берите на себя слишком много. Козероги. Обязанностей и неотложенных дел может стать значительно больше. Вы поймете, что старые методы работы перестают быть эффективными. Возникнет желание все изменить и попробовать новый подход. Старайтесь правильно распределить силы, чтобы избежать переутомления. Водолеи. Для вас наступает период вдохновения и новых идей. Обратите внимание на возможность улучшить свои профессиональные навыки и опыт. Возможно, интересные знакомства и полезные контакты. А ваша дружелюбность и умение общаться помогут вам оказаться в центре всеобщего внимания. Рыбы. Ваша интуиция сейчас особенно сильна. Это поможет вам закрыть старые вопросы, которые давно требуют завершения. А в профессиональной сфере у вас есть все шансы добиться успеха. Будьте более решительными и не бойтесь брать на себя ответственность. Доверяйте своему внутреннему ощущению. Но верить гороскопам или нет – дело, конечно, каждого. Но кое-чему они нас учат точно. Судьбоносный поворот может случиться в любой момент. Только в интернете судьбоносный часто значит опасный. Один переход по ссылке из письма или мессенджера, и ваш личный гороскоп резко меняется знак с весы на пустой кошелек. Как этого избежать, расскажем прямо сейчас. Предлогов пройти по неизвестной ссылке в интернете огромное количество. Реклама горящих туров, предложение обменять в валюту или просто купить товар со скидкой. Однако за красивой картинкой может скрываться вредоносная программа, способная передать все данные мошенникам. Именно это произошло с нашей сегодняшней героиней. 9 февраля 2026 года я увидела, что в одной из групп кинули ссылку на бесплатный Саха VPN. И я перешла по этой ссылке, и после нескольких часов пришло сообщение от АО «Банк». Поздравляю с покупкой. Первый платеж 19 580 рублей до 9 марта 2026 года. Я зашла в мобильное приложение АО «Банк» и обнаружила заем на покупку на 183 725 рублей на 1 год. Скачивание приложений из неизвестных источников – это всегда риск. Ссылки могут таить в себе различные функции, начиная с рассылки сообщений с вашего номера, заканчивая полным доступом к управлению вашим телефоном. Поэтому, как бы заманчиво ни звучала реклама, нельзя ей верить, даже если сообщение пришло от ваших знакомых. Предупредите об этом родных и близких. Быть внимательным и осторожным – это жизненная необходимость. Но есть решения, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь даже сильнее, чем потери денег. Это выбор будущей профессии и учебного заведения. О том, изменится ли система образования и что у нас ждет в будущем, узнаем в нашей постоянной рубрике. Вокруг реформы высшего образования в России в начале 2026 года возникло немало слухов. Главный из них – якобы с осени отменяют бакалавриат и магистратуру. На деле это не так. Проект продлен до 2030 года. В 2026 году продолжается поэтапное расширение пилотного проекта по внедрению новой системы. Но массовый переход на нее ожидается только к 2027-2028 учебному году. Все действующие студенты завершат обучение по прежним программам и получат дипломы установленного образца. Абитуриенты 2026 года поступают по старым правилам.
по результатам единого госэкзамена и вступительных испытаний вузов. Информация о том, что Россия полностью отказывается от двухуровневой болонской системы уже в 2026 году, не соответствует действительности. Идея реформы заключается не в отмене уровней как таковых, а в их обновлении и адаптации под современные требования рынка труда. Болонская модель – это бакалавриат, магистратура, аспирантура – постепенно трансформируются в национальную систему, состоящую из базового высшего образования. Это основной обязательный этап длительностью от 4 до 6 лет в зависимости от направлений. Обучение предполагает получение фундаментальных прикладных компетенций, работу над проектами и взаимодействие с работодателями. Выпускники будут получать квалификацию специалиста, инженера, юриста, экономиста и других. Специализированного высшего образования, обновленного формата магистратуры на 1 или 3 года. Оно рассчитано на профессиональные, управленческие и научные треки, помогает углубить знания по выбранной специальности и подготовиться к исследовательской деятельности. Аспирантуры отдельного уровня профессиональной подготовки, ориентированной на развитие научных и педагогических кадров. Массовый переход всех вузов страны на новую систему запланирован на 2027-2028 учебный год. До этого времени все студенты продолжают обучение по старой системе, а прием абитуриентов осуществляется на программы бакалавриата и магистратуры после окончательного внедрения новой модели. Дипломы будут отражать обновленные ступени. Это базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Знайте свои права. В Русском драматическом театре имени Пушкина готовят премьеру одного из самых известных произведений Антона Чехова. Уже 20 июня зрители увидят спектакль «Дядя Ваня» в новой постановке. Как сегодня звучит эта история, чем удивит спектакль и почему классика по-прежнему находит отклик у зрителей, поговорим с режиссером-постановщиком Николаем Елесиным. Доброе утро. Доброе утро. Конечно, почему для новой постановки выбрали именно «Дядю Ваню»? Это первый вопрос, который возникает у всех зрителей. А вы знаете, я верю в судьбу. И должен сказать, что когда раздался звонок от Александра Лобанова, директора театра, а как вы относитесь к Чехову? Я говорю, замечательно, прекрасно. И доводилось ставить. Я ставил «Вишневый сад» и вот в Хабаровском драматическом театре, и потом, значит, в Мичуринском, в Тамбовской области. Есть обстоятельства. И есть, то есть, мощное такое стечение обстоятельств. Народному артисту РСФСР Валентину Антонову в этом году как бы в Якутске будут отмечать юбилей, столетие. В связи с этим, а вот если это будет «Дядя Ваня», потому что когда-то, некогда, Валентин Антонов исполнял роль Серебрякова в спектакле, который какое-то время жил в этом театре. Я сказал, абсолютно великолепно к этому отношусь, потому что в свое время в Щукинском училище мы делали курсовые, делали разборы. И вот вы представляете себе, я делал разбор «Дяди Вани». Поэтому, ну что, если судьба сказала так, то, конечно, конечно. И потом, это не первая встреча с якутскими, с актерами Русского театра Якутска. Буквально полгода назад я поставил мюзикл, музыкальную сказку «Варвара Краса», «Длинная коса», и которая, в общем, достаточно с успехом прошла в течение новогодних каникул. И вот моя новая встреча с артистами. Поэтому, если говорить, есть определенное стечение обстоятельств, которое как бы нацелило на постановку. И я должен сказать, что поскольку, есть пьесы, которые тебя сопровождают, на протяжении всей жизни. Ты к ним
обращаешься. Потом по каким-то обстоятельствам там может не сложиться постановка, но вот ты над ними постоянно размышляешь и думаешь вообще, что это может быть именно сегодня. Как только не ставили «Дядю Ваню», потому что во многих театрах этот спектакль идет, если вот на сегодня набрать в интернете, ну, театров, наверное, 30 мы найдем в России, где идет «Дядя Ваня». И ставили, переносили во времени. Ставили, допустим, один очень известный спектакль в Воронеже, в камерном театре. Он перенес, режиссер перенес место, вернее, время действия в момент перестройки, когда сместились все акценты, как бы, когда не работали уже никакие ценности. И, в общем, герои остались наедине сами с собой, вынуждены были каким-то образом выживать. Ну и вот на сегодняшний день, как мне кажется, мы не делаем переноса во времени, мы играем во вполне классических декорациях, потому что главным действующим лицом, помимо всех остальных, является усадьба, за которую в том числе идет и битва у героев. Но на сегодняшний момент, мне кажется, «Дядя Ваня» актуален тем, что, пройдя через путь вот этих внутренних душевных протестов, понимаете, герой все-таки приходит к колоссальному какому-то поистине христианскому смирению. Чехов сам был вообще, ну, как известно, атеистом, но поскольку он эту пьесу доработал после вот этой неудачной постановки в Санкт-Петербурге «Чайки», и вот когда он ехал обратно поездом в Москву, у него уже открылось кровотечение вот, горловое. И ну, в каком-то смысле он понял, что это определенный знак, поскольку сам был врачом и отметил себе определенное, так сказать, уже количество лет, которые ему осталось прожить. И первое, за что он взялся, за доработку вот как раз «Дяди Вани». И понятно, что в каком-то смысле это уже определенное подведение итога жизненного. И в конечном итоге он приходит к тому, что вот смирение – это то, христианское смирение – это то, что, ну, поистине вот, может как-то двигать человека. А были ли какие-то сложности во время постановки? Да вы знаете, постановка еще как бы в процессе, может быть, они еще и возникнут, но я хочу сказать, что мне очень нравится работать с актерами Русского драматического театра Якутска. Вообще я хочу сказать, как человек, который ездит и ставит, и буквально не так давно вышел спектакль в Ростове-на-Дону. Ну и, то есть, я хочу сказать, что театр очень сильный по своей труппе. И многие актеры, они действительно очень хорошо обучены, поскольку заканчивают вот, ведущие московские вузы, а потом вот работает в Якутске. И я должен... Вот я могу просто, ну, заявить, что это очень яркая, интересная труппа, по плечу которой разные творческие задачи. Ну и, конечно, кому бы вы особенно порекомендовали сходить на спектакль? А вы знаете, как мне кажется, ну, поскольку сама история, она написана о 40-летних, вот доктору Астрову, там 35-37, значит, Войницкому 40 с небольшим. Это вот тот самый период, понимаете? Вот там в центре истории человек работал на дядю, да, а вдруг, так сказать, выяснилось, что дядя, что это было все напрасно, и человек не жил для себя, человек не жил своей жизнью. Поэтому, ну вот, условно говоря, от 16, наверное, до 50 вот это вот тот самый зритель, который может быть на спектакле. Спасибо большое. Я уверена, что мы еще вернемся к спектаклю. Жалко, что так мало времени. Ну,
Да, 20 июня приходите в Русский драматический театр. Ну, театр живет за кулисами и в зрительном зале, в шепоте актеров и громе аплодисментов, но есть у него и своя история, как от кружка любителей музыки и литературы стал центром культуры и в этом году отмечает свое 135-летие. Узнаем в нашей постоянной рубрике «История в кадрах». Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. В этом году Государственный академический русский драматический театр имени Александра Пушкина, одно из старейших культурных учреждений Якутии, отмечает 135-летие. Начинавшийся по инициативе русской интеллигенции еще в 1863 году как кружок любителей музыки и литературы, в 1889 году он был преобразован в Общество любителей драматического искусства. Устав общества в 1891 году утвердил лично сам министр внутренних дел Российской империи. В 1908 году для театра был построен клуб приказчиков. К 1940 году здание устарело, началась стройка нового, и тут грянула война. Тем не менее, 7 ноября 1941 года деревянное здание Русского театра на 450 мест было открыто. Во время войны на творческий рост повлияли приехавшие в Якутск ученики Мейерхольда Владимир Бутурлин и Павел Урбанович. Была открыта первая актерская студия. Труппа всегда прирастала интересными выпускниками. Например, в советские годы сюда приезжали театральные курсы из Красноярска, Владивостока. В «Новой истории» свежими кадрами помогали школа-студия МХАТ, легендарная «Щука», Арктический институт культуры. Кто-то уезжал, кто-то сроднился с Якутией и навсегда остался здесь. Многие годы театром руководили интересные личности. Дмитрий Ходков, Владимир Иванов, Валерий Келле-Пелле, Константин Ануфриев, Александр Ломака, Иван Подоницын. И каждый внес свой личный вклад в развитие и становление родного театра. В 1957 году коллектив заехал в новое каменное здание, где театр располагается сегодня. В те же годы сформировался легендарный актерский дуэт ветеранов войны, будущих народных артистов РСФСР Валентина Антонова и Нины Константиновой. А с 1969 года начался 40-летний творческий путь будущего народного артиста Российской Федерации Александра Кузнецова. В театре служили Борис Пеньков, Станислав Скорпань, Владимир Павлов, Валентин Макаров и другие. В 1980 году театр был награжден орденом «Знак почета», а в репертуар вошли дневные сказки. В 1978 году со спектакля «Трамвай. Желание» Уильямса в историю вошло имя выдающегося советского режиссера Валерия Келле-Пелле, который руководил труппой целых 12 лет. В 1992 году, благодаря художественному руководителю театра Юрию Козловскому, при участии народного артиста СССР Олега Табакова при театре был открыт филиал школы-студии МХАТ имени Немировича Данченко. Выпускники по сей день составляют основу труппы. Сегодня театр является форпостом русской культуры на севере, самым посещаемым в Якутии. С 1998 года носит звание академический, а в 1999 году ему присвоено имя нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. Количество отцов-одиночек в России выросло в 4 раза за последние 20 лет. Отец-одиночка имеет полное право на стандартный налоговый вычет на ребенка в двойном размере. Напомню, базовые суммы. На первого ребенка вычет составляет 1400 рублей в месяц, на второго – 2800 рублей, на третьего и каждого последующего – 6000 рублей, рассказали эксперты. Для ребенка-инвалида дополнительно дается 12 тысяч рублей. В двойном размере эти суммы удваиваются. Кроме налогового вычета, отец-одиночка имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Максимальная сумма может достигать 83 тысяч рублей.
На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между Корпорацией развития Якутии и Первым юниорным акселератором. Соглашение закрепляет совместную работу по созданию в Якутии системы поддержки юниорных геолого-разведочных компаний. Корпорация развития республики выступит координатором, обеспечит системное вовлечение местных недропользователей, сервисных компаний, профильных ведомств и инвесторов. В свою очередь, Первый юниорный акселератор возьмет на себя реализацию программы, используя собственную методологию, отраслевую экспертизу и сеть контактов для ускоренного развития перспективных проектов. В Хангалахском Улусе филиал «Рикавтодор» приступил к реконструкции участка региональной трассы УМНАС. Работы идут с 62 по 65 километр. Общая протяженность обновленного полотна составит 2710 метров. Ремонт стартовал в середине апреля с расширением проезжей части. По контракту объект должны сдать в августе. Возможно, завершат с опережением графика. Реконструкция идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас ведутся основные работы. У нас стабилизация грунта методом холодной регенерации, проще говоря, бетонирование. И начали асфальт. Второй день ведем уже нижний слой асфальта крупнозернистый. Более 30 миллионов человек посетили исторические парки «Россия. Моя история» за все время их существования. Первый такой комплекс открылся в Москве в 2015 году, а с 2017 года стартовала региональная программа, которая продолжается по сей день. Сегодня филиалы комплекса работают в 26 городах России, включая Мелитополь, Луганск и Донецк. Исторический парк «Россия. Моя история» – это мультимедийный комплекс, где история страны с древнейших времен до современности представлена с помощью современных технологий. В Якутске завершается спартакиада трудовых коллективов. Состоялись соревнования по перетягиванию каната, заключительному виду программы. На стадион Туймада встретились команды мероприятий и организаций Якутии. Участники боролись за очки в общем зачете спартакиаде. В числе участников команда профсоюзов работников культуры. В рамках спартакиады спортсмены уже выступили в ряде дисциплин. По итогам соревнований по волейболу они заняли 11 место, по футболу – 8. По итогам всех видов программы будут определены сильнейшие трудовые коллективы. Я журналист, вхожу в профсоюз культуры и участник спартакиады, 5-й юбилейный. По волейболу у нас показатели 11 место. Мы заняли из всех команд нашей группы. Уже завершились игры, сегодня они играют в финал. И канат, очень надеемся на этот вид спорта. Понимаем, что будет упорная борьба. Спартакиада в целом проходит хорошо. В упорной борьбе коллективы представили лучших, и это видно. На самом деле крайне приятно участвовать, особенно видеть, что все отдаются. Не только наш профсоюз, но и вообще все в целом. Так что все идет здорово. Такими были актуальные новости этого утра. До встречи в дальнейших выпусках. Ну а мы продолжаем. Герои нашего следующего сюжета нашли в тундре. Осенью осиротевший птенец краснокнижного стерха не смог улететь на юг. Как сложилась его судьба, где он сейчас находится, мы расскажем в нашем сюжете. Все помнят историю о стершонке, которого в сентябре прошлого года нашли в тундре. Птенец не мог улететь на зимовку, но его спасли оленеводы. На территории оленеводческой общины возле речки Уджор был обнаружен птенец стерха. Он к ним прилетал и не улетал. Он был только один, но решили наблюдать за ним. Потом наступили в октябре уже сильные морозы, птица перестала улетать. Она уже сама физически в состоянии не была долететь до Китая. Семья оленеводов, Сергей Филиппов с женой стали его кормить. Люди оказались энтузиастами, очень такими. Они даже нашли помещение, там ее содержали, то есть обогревали. Варили рыбу, в течение месяца ухаживали, поили водой теплой. Птиц сохранили редкое животное. Так как это животное относится к Красной книге России, все должны помогать, обязаны помочь. Позже стершонка привезли в зоопарк Ортодайду, где за ним стали ухаживать профессионалы, а назвали птенца Уджором в честь оленеводческой общины, где его нашли. Как привезли стершонка, он был спокойным, уже приученным к людям, не боялся. Уджор у нас самец, кушает хорошо,
Ну, сейчас только проявляется характер у него. Уже отметил свою территорию. В открытый вольер Уджор переехал всего 2 недели назад и сейчас активно осваивает новое пространство. За время пребывания в зоопарке птенец значительно окреп. Он начал менять окрас. Сейчас вот спина, крылья стали белыми. До 3 лет уже будет, оперение будет уже белым, как у стерхов. Теперь познакомиться с Уджором может каждый желающий, и не только с ним. Все животные в зоопарке уже пробудились после долгой зимы. Медведи уже вовсю резвятся, лисицы исследуют вольеры, а птицы распевают летние песни. Говорят, что увидеть павлина с распущенным хвостом – это к большой удаче, и нам сегодня очень повезло. Может, и вам пора попытать удачу. Лето уже наступило, самое время выбраться на природу. Зоопарк всегда открыт для новых посетителей, а животные полны энергии и готовы поделиться ею с вами. Илана Захарова, Семен Егоров, Аэлита Махно. Утро Якутии. Хорошая, добрая Вообще, история. Да, замечательно, что есть такие добрые люди, что сейчас судьба сложилась так хорошо. Ну и совет тоже прекрасный. Лето на дворе, правда, пропланировать не только выходные, но и будни, есть вечером хотя бы невозможно выбраться куда-то далеко от города, то хотя бы прогуляться по городу. Да, ну и, конечно, хотелось бы отметить тем людям, которые подвержены аллергии, да, будьте аккуратны. Я вот что-то никогда аллергией не страдал, вот теперь у меня сейчас на глазах выскочило, в общем, будем смотреть, будем бороться. В общем, самое главное, не занимайтесь самолечением. Берегите себя, оставайтесь с нами, мы зарядим вас хорошим настроением, дадим полезные советы. Ну, а Руслану желаем поскорее выздороветь. Да-да-да, я думаю, уже на этой неделе поправлюсь. Ну, увидимся с вами завтра в это же время на телеканалах Якутия-24, ВК Саха. Напоминаем, что это была программа «Утро Якутии» на наших любимых телеканалах. Хорошего дня. Пока.